Во Владивостоке идет строительство самого масштабного на Дальнем Востоке культурно-образовательного комплекса. Данный объект объединит в себе филиалы трех ведущих учреждений культуры – Мариинский театр, Третьяковскую галерею и Российский государственный институт сценических искусств. Общая площадь будущего центра составляет более 86 тысяч квадратных метров. В 2025 году ключевые работы были сосредоточены на формировании внутреннего каркаса здания, возведение перегородок, стен, плит перекрытия и консолей, а также монтаж инженерных коммуникаций и лифтового оборудования. Сейчас у нас очень активная фаза в строительстве. Это возведение перегородок, плит перекрытия, консолей, а также монтаж инженерных систем и лифтового оборудования. Также важным этапом стало завершение работ по устройству кровли на крыше института и завершение работ на ступенчатой кровле музейного комплекса. Одной из значимых работ является установка алюминиевого каркаса фасадной системы, а также остекление более половины всего комплекса. На данный момент смонтировано более 10 тысяч квадратных метров. Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке – часть федеральной программы по созданию 4 новых культурных центров в России, инициированной президентом Владимиром Путиным в 2018 году. Проект реализуется по заказу Фонда национальное культурное наследие и направлен на развитие культурной инфраструктуры регионов. На территории театра в данный момент проходят работы по устройству каркаса из металлопрофиля, оклеивание стен из стеклохолста, и на лестничных маршах ведутся работы по монтажу керамогранита. Также на всей территории объекта проходят строительно-монтажные работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей. На данном нашем объекте работы ведутся круглосуточно. Прямо сейчас я нахожусь в будущем филиале Мариинского театра во Владивостоке. Позади меня находится подъемная сцена, глубина которой составляет около 14 метров. Это сделано для того, чтобы заменять декорации. Также позади находится зрительный зал, где будет 1400 посадочных мест. Интересным архитектурным решением стало возведение так называемых пергол. Это кровельная надстройка из металлических конструкций, которая после облицовки стеклянным фасадом сформирует треугольный силуэт всего комплекса. Строительные работы выполняет генеральный подрядчик «Стройтрансгаз Восток». «Стройтрансгаз» занимается строительством на данный момент 4 метоков. Это в Владивостоке, в Севастополе, в Кемерово и в Калининграде. Стройка объединяет в себе строителей с 132 городов нашей страны. Уже этот комплекс называют жемчужиной нашего города. Культурно-образовательный комплекс на сопке «Орлиное гнездо» обещает стать одной из ведущих и привлекательнейших культурных учреждений России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Иннокентий Кычкин, Владивосток.